В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Хамзат Хацеев. Сегодня у нас в гостях политолог Абдулла Истамулов. Абдул, маршал. В последнее время в СМИ и в информационном пространстве часто говорят, упоминают остров Эпштейна и связывают с этим явлением многих политических лидеров различных стран. И у людей складывается мнение, что мировое закулисье имеет некий, может быть, не всегда, но мрачный образ, связанный либо с теми, либо иными явлениями, которые происходили на этом острове. Абдул, мой вопрос касается того, как вы считаете, есть ли какой-то действительно вот этот мировой заговор против человечества, что либо это все-таки все притянуто за уши? Теория заговора нет. Теории заговора нет. Заговор есть. В полном смысле этого слова есть заговор. И заговор, он, как правильно заметили, против людей, против человечества. За себя, за амбиции, за желание власти, силы денег. Да, и в том числе и тема Эпштейна, она тоже и связана именно с этими группами, с этими людьми. Эти группы, они существуют где-то в пределах 200 до 300 лет уже легально и официально, как институты, которые влияют на мир. Еще раньше они существовали отдельно группы, вокруг монархов больше, вот империи и так далее. То есть, но позже они фактически подмяли под себя эти династии. Вот, и через деньги, через шантаж, через подкуп. Почему так вот эта тема тайных обществ так сильно притягивает к себе внимание? Ну, это естественно, любой человек, как бы жизнь не менялась, там цивилизация меняется. Единственное, что постоянно, это чувство людей. И мы прекрасно понимаем, что правит не публичное, то есть правит тайное, невидимое. Вот. Именно эти группы олицетворяют со всем, что происходит в мире, с истинным правлением, с истинными хозяева денег мира. Вот. Именно поэтому они интересны. И эта тема интересна, они сами интересны. Вот. И, честно говоря, это пугает. Вот история с островом Эпштейна, вернемся. Это все-таки такая системная проблема или это такой единичный случай, вот если вас спросить? Хамзат, к моему великому сожалению скажу, я не могу сказать, что я являюсь там специалистом по этим людям, по этим делам, но где-то соприкасались, где-то по миру, то есть работая экспертом в международных организациях, вот, выступая с лекциями по миру, мне приходилось соприкасаться с многими людьми. Вот. И отчасти и с теми, кто или близок, или является частью той системы, про которую вы сейчас вот, у меня спрашиваете. Вот. И у меня сложилось мнение, что именно что связано с этим делом Эпштейна, тут одного варианта нет. На мой взгляд, это первое, это, конечно же, это публичная акция, это публичная порка, это опубличивание тех личностей, которые должны уйти по их пониманию, их системы. Их разоблачают, их показывают миру как злодеев, и они должны уйти. И, разумеется, причина, на мой взгляд, это переформат, который происходит в мире, когда, как мы с вами понимаем, после Второй мировой войны определенный передел мира, он уже состоялся. То есть прошло энное время, и вот подобное происходит еще раз. Вот. И мы уже с вами и раньше говорили в ваших передачах, то, что есть в мире два подхода, которые есть, и они между собой конкурируют. И отчасти Эпштейн, его остров и люди, которые там бывали, они принадлежат, как я понял,
к одному этому направлению, к одному подходу. То есть два подхода управления миром. Раньше, 200-300 лет назад, зародилась Старый Свет, старые евреи, Старый Свет. Вот, и те группы, которые, тайные сообщества, к которым относятся и масоны, и иллюминаты, и остальные, они фактически правили миром тогда. И они создали ту модель, в которой мы с вами жили до конца 90-х. То есть модель, то есть она примерно такая. Когда есть государство, есть государственные структуры, в этих государственных структурах в первую очередь экономический блок, театры, искусство полностью, мода, шоу-бизнес. То есть вот в этом все их люди, они берут им. Это в новой модели? Нет, та старая модель, да. Это управление через государство, когда в этом государстве на ключевых должностях или влияние имеют именно вот их люди. То есть, и есть второй подход, он появился после 90-х, вернее, как они поставили Ельцина, и с этих пор эта модель, та первая, вот, про которую я говорю, это модель Старого Света. Она зародилась в Европе, Британии, Франции и так далее. То есть, а вот новая модель, это новый офис, это Америка, когда ее открыли. Дальше, начиная с 19 века, начал сформировать уже второй подход тех же евреев, но уже новых евреев. Это управление миром через продукт, через транснациональные корпорации, через моду, через идеологию. То есть, когда человека сажают на продукт... Общество потребителей. Да. Вот эти две модели, они друг с другом конкурируют. То есть, к примеру, Трамп, рядом Кушнер и так далее, и в том числе и Эпштейн, это одна система, они принадлежат к новому, то есть их так называемым глобалистам. Как так получилось, что либо это все-таки был такой трюк, что они своего человека сдали? Там нет своих чужих, там есть интерес этой группы. Вот сейчас, если нужно сплавить, когда существует долго что-то, оно начинает деформироваться. Любое. И создавать проблемы. Конечно же. Вот поэтому время Эпштейна и его проекта, где он привлекал людей и их сажали на определенную там, иглу, то есть зависимость, вот, и через них там, управляли, там, делали свои дела. Вот этот проект, значит, появился другой. Этот проект закрывается. То есть мы можем сказать, что есть некая система, механизм, который защищает влиятельных людей от полной ответственности. Да. И мы никогда об этих механизмах не узнаем, то есть мы не увидим это. Хамза, тут, знаете, никто не может управлять полностью всем. Так не бывает. 60-65% они действительно управляют всеми процессами в мире, фактически. Насколько, вот, по вашему мнению, какие-то глобальные вопросы касаемо мира, людей, принимаются не публично, а вот в закрытых клубах? Фактически цели и задачи ставятся и именно там. То есть... А то, что мы видим, это исполнение этих задач. То есть решения принимают не народоизбранные лидеры и президенты. Нет. И так далее? Они, как минимум, они находятся в тех рамках, в которых они вынуждены эти решения принимать. То есть они ограничены в своих решениях. Это правда. Их ставят, может быть, и не напрямую, но их ставят в рамки, и они вынуждены действовать в рамках. То есть, к примеру, Трамп, то есть президент Трамп, у него есть определенное количество денег, которые он может сам решить использовать. Определенное количество денег, не больше. А есть решения, в рамках которых он может играть, действовать. Ну а так он выполняет те задачи, которые были ему поставлены изначально, когда его приводили к власти. Хотел бы переключиться еще на одну тему, которая часто сегодня слышится. Тема сионизма. Вы говорили про старые еврейские дома и про новые. Сионизм где вот в этой системе находится? И настолько ли он влиятелен, как сегодня говорят об этом? Сионизм находится фактически над. Над? Над.
Нельзя сказать, что именно сионизм. Дело в том, что он опирается на мессианство. Государство Израиль, он должен быть создан, там, приход Машиафа, то есть храм третий, четвертый, какой-то еще. То есть вот это все, это и есть идеология сионизма, цели. Но мы с вами прекрасно понимаем, что, на мой взгляд, сионизм – это еще и бизнес-проект. В нем аккумулируются самые личностные, самые подлые, самые низкие и мерзкие личности, которые в этом мире существуют. В этой организации? Именно вот в этом. Если кто-то, мы с вами понимаем, то про те сообщества, о которых мы с вами говорили чуть раньше, они фактически зациклены на правлении, на подчинении, на делании денег, да? Здесь обязательно должна пролиться кровь. Только через кровь, через страдания, через... Вот сионизм, он зациклен на этом. Он считает, что мессианство ихнее, это человечество должно страдать. То, что их не оценили когда-то, то, что их Бог наказал, мы должны все в этом страдать. И желательно умереть больше половины всего. Я знаю, что вы общались с представителями элиты Америки, Европы и со многими публичными деятелями и писателями. Вот на ваш взгляд, вы могли бы сказать, что те же Соединенные Штаты Америки сегодня на крючке у Израиля? Я не могу сказать, что Соединенные Штаты находятся полностью под этим. Нет, но я могу сказать точно. И что влияние на решения, которые принимаются, они людьми, или не то, что под влиянием, а под давлением сионистов. Где проходит граница между нормальным лоббизмом и скрытым управлением процессов? Вот где бы вы ее провели бы? Вот это нормально, да, допустим, там, лоббировать интересы определенных личностей, да, в процессе там, выборов. А что выходит за рамки? За рамки выходит стадия формирования самой мысли или обозначения конечной цели тех же выборов. Это в рамках интереса этих же людей. Изначально это закладывается. Не закладывается туда интересы людей, что люди после выборов будут какие-то программы, они будут жить лучше и так далее. Нет. Закладывается, как ими лучше управлять, чтобы они не протестовали и желательно меньше ели, там, меньше шумели и так далее. То есть вот это закладывается. А они зарабатывали больше. Если говорить по-простому, то изначально это туда закладывается. Но те люди, которые, то есть то, что я скажу, может быть воспринят, этот пример может быть воспринят как реферат в сторону, там, не знаю, чего-то. Но смотрите, изначально абсолютно колониальная администрация Ельцина после прихода Путина, мир это увидел, былое согласие между элитой и руководством Российской Федерации, оно начало как минимум портиться. Нас заставляли, втягивали в вот эту систему, то есть ВТО, всякие союзы и так далее. В тот же Совет Европы, там, по правам человека. МВФ. Надо должное отдать, да. Мы с вами видели, что не все у них получилось, кстати. Вот в вашем вопросе, в самом вопросе есть и ответ. В тех рамках, в которых было это возможно, Россия сопротивлялась. Надо должное отдать. Она и до сих пор сопротивляется. Украина, санкции – это наказание за это. То, что вы из тех рамок, которые есть, вы из них уходите. Вы ищете больше самостоятельности и в плане принятия решений. Вот здесь, а Россия один из тех в мире очагов, несмотря на то, что акции, я не знаю, большинство количества акций принадлежат, да, тут спорить нельзя. Вот. Но в плане принятия политического решения и суверенитета мы действительно делаем все, что... Вот, хотя не все получается. Да и невозможно это. Да. Я знаю, что мы находимся в преддверии выборов многих. Как не банально это будет сказано, мы еще будем говорить, наверное, про выборы дальше. Вообще я имею в виду следующую передачу там, и так далее.
Но, Хамзат, именно мир находится в той ситуации, когда перемены назрели, то есть переформат он идет, и стоит вопрос, он будет идти через новую элиту, новых людей, новые идеи, новые технологии, или через ужесточение контроля населения, урезание возможностей людей, прав человека. То есть вот мы находимся на вот эта дилемма, и как раз мы находимся в той черте, которая будет очень много решать. То есть вот этот период времени, урезание год-два, количества людей. очень тревожное, но очень интересное времена у нас. Дейресхал Абдул, я предлагаю нам все-таки разделить этот разговор на две программы. Я думаю, что в следующей программе мы затронем тему, опять же, выборов и сколько выборы влияют на формирование гражданского общества. И как раз затронем, опять же, роль Хамзат, мы обществ. должны перед зрителями извиниться, и я думаю, что особенно в нашей республике за последние десятилетия люди стали не то что политизированы, они начали больше понимать политики, больше видеть, узнавать. И они нас с вами поймут, что есть вещи, которые можно говорить, есть вещи, которые говорить нельзя, и они вредны. Вот. В любом случае мы должны поддерживать ту структуру, которая, вернее, с чем мы живем с вами. Вот это наша жизнь. Интересы нашей республики, нашей страны, они в любом случае, в любых действиях, они должны быть на первом плане. На первом месте, согласен с вами была. Дейресхал. Я напоминаю нашим зрителям, у нас в гостях был Истамулов Абдулла, политолог, эксперт, человек, который не понаслышке знает, что такое мировая политика и с чем ее едят. Дейресхал.